Главные новости республики на ТНВ. Угрюмые рабочие с кисточками в руках в подъезде дома номер 77 по улице Чуйкова появились утром 20 декабря, из чего можно сделать вывод, что в ближайшие дни в 5 подъездах многоэтажки наконец-то заработают лифты. А когда лифты запустят? Завтра. Завтра? Завтра комиссия, завтра будут запускать. Завтраками в компании КЗН «Татлифт» жильцы говорят, их кормят уже 1,5 месяца. По договору с фондом ЖКХ Татарстана все работы по замене лифтов в этой многоэтажке должны были завершить еще 1 ноября. Сейчас лифт на данный этап не работает. Десятилетний Матвей Арзин, а вместе с ними и все жильцы многоэтажки по улице Фучика, 127, замены старых лифтов на новые с большим нетерпением ждали несколько лет, потому как подниматься на них было небезопасно. Да, я в нем застрял один раз. Это было очень страшно, потому что я нажимаю 6-й этаж, а там он где-то промеж 3-го на 4-й застрял, и все. Все работы по установке новых кабин лифтстройкомпания должна была завершить по условиям госконтракта 1 декабря. Но инспекторы Ростехнадзора во время проверки установили многочисленные факты брака сварочных работ внутри лифтовой шахты. Так что до устранения нарушений Матвей и вся его семья будут подниматься на 6-й этаж исключительно пешком. Дед Мороз должен так сделать, чтобы он работал. В конце концов, Дед Мороз когда-нибудь нам сделает такой подарок. Чудо может произойти гораздо раньше. По данным Ростехнадзора, повторная проверка лифтов запланирована на следующую неделю. На какой этаж там подниматься? 8-й. Я еще инвалид. Ой. Сколько можно ждать этот лифт? Этим вопросом задаются все жители многоэтажки на Дорадского, 45. Поменять 5 старых лифтов на новые взялась все та же лифтстройкомпания в конце сентября. Но почему к 1 декабря так и не выполнила условия госконтракта? В офисе фирмы нам говорить отказались. На глаза обозленных жителей старается не попадаться и председатель местного ТСЖ. Все разговоры только по телефону. Я ничего не обещал никому и всем жильцам. Вот вы скажите, кто вам это сказал. Обещали. Так не бывает, обещал. Сроки назначаются. Вы же живете в России, наверное, и знаете, что у нас назначают. Всякие человеческие факторы бывают. Кто-то чего-то. Потому что это капитальный ремонт уже тянется с весной там сказали, что начнут делать. Потом летом чемпионат, потом осень. Вот довели до самого края. И за месяц они хотят все это сделать. Согласно данным сайта госзакупок, в этом году замене подлежало 312 лифтов в 8 городах Татарстана. По целевой республиканской программе фонд ЖКХ готов был выделить более $500 миллиарда рублей. В мае в борьбу за 172-миллионный госконтракт на замену 90 лифтов в 30 казанских домах включились 6 предприятий. 2 из них – производители лифтов. Победу одержал Карачаровский механический завод, предложивший наименьшую сумму в 129 миллионов рублей. Проигравший торги КЗН «Татлифт» подал протест в Федеральную антимонопольную службу, потому как заказчик, фонд ЖКХ Татарстана, не определил сумму аванса. Начались разбирательства, долгожданное время на замену лифтов уходило. В итоге результаты торгов были отменены, а во втором раунде победу одержали уже казанские лифтовики, согласившись работать без предоплат. Но за контракт попросили уже на 21 миллион рублей больше, чем на первых торгах, и на 40 миллионов больше, чем ранее давал Карачаровский завод. Есть прецеденты, когда выигрывали там федеральные заводы, которые являются производителями этих лифтов, допустим, там, в Кировской области, или примеры еще есть и в других областях, где все-таки программа была под срыв, и осуществление и монтаж и пусконаладку этих лифтов не были проведены в срок. Поэтому мы все-таки за то, чтобы эти лифты, оборудование были доставлены и смонтированы. Мы за реализацию программы в большей степени, а вторично уже за экономию. Не менее драматично торги прошли и в борьбе за второй, более крупный госконтракт в 427 миллионов рублей на замену 221 лифта. Карачаровский завод предложил республике сэкономить на своих услугах 23%, но госконтракт с понижением до 322 миллионов рублей достался еще одной татарстанской фирме – лифтстройкомпании. Соответственно, они не смогли в течение 10 дней предоставить данные условия, банковскую гарантию. С ними договор был не заключен, и по условиям конкурса, значит, договор был заключен со вторым участником. А по требованию и по решению
управления Федеральной антимонопольной службы Карачаровский завод был отнесен в список реестра недобросовестных подрядчиков. Вот уже который месяц в арбитражном суде идет рассмотрение дела Карачаровского завода к фонду ЖКХ Татарстана. По мнению производителя, изначально фонд не оговорил условия госконтрактов. Пока идут споры в суде, две татарстанские фирмы в авральном режиме пытаются выполнить условия многомиллионных контрактов, но все сроки уже сорваны. Я предполагаю, что есть все-таки какие-то трудности с количеством инспекторов Ростехнадзора, которые бы могли выехать на объекты и осуществить приемку этих лифтов. Как правило, каждый год программа капремонта планируется таким образом, что монтаж всех лифтов производится в одно время. Соответственно, и сдача в эксплуатацию происходит одновременно. От этого страдает качество выполненных работ и затягивается сдача лифта, когда можно было бы постепенно, поэтапно монтировать лифты и сдавать их в течение года. Как заверили в фонде ЖКХ Татарстана, новые лифты в Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Альметьевске, Бугульме и Зеленодольске уже заработали. Но по данным Ростехнадзора, из 312 новых лифтов они допустили к работе только 12. 7 из них в двух казанских многоэтажках на Адаратского 45 и Ломжинской 22, где побывала наша съемочная группа. В ведомстве заявляет, что все 7 инспекторов готовы работать без выходных 24 часа в сутки, лишь бы татарстанцы могли пользоваться технически безопасными лифтами. В Казани госприемки готов только каждый второй лифт. 4 лифта в Автограде и 10 в Нижнекамске. Итак, из 118 казанских лифтов оказались сданными в эксплуатацию только 7. И если до конца этого года 2 лифтовые компании не сдадут в эксплуатацию остальные, то велика вероятность, что они окажутся в реестре так называемых недобросовестных подрядчиков и составят компанию еще одному участнику этих скандальных торгов Карачаровскому механическому заводу. Санкции весьма серьезные. Это отлучение от госконтрактов на 3 года. Елена Горбунчикова, Андрей Ключников. 7 дней.